Здесь грация встречается с силой, а упорство с красотой. В Республиканском спортивно-тренировочном центре «Мужичи» с 27 апреля по 1 мая проходят учебно-тренировочные сборы по художественной гимнастике. Возможность поучаствовать представилась как опытным спортсменкам, так и начинающим, не имеющим проблем со здоровьем. Возраст участниц от 6 лет и старше. Гибкость на ковре показывают и наши спортсменки. Мадина Евлоева занимается художественной гимнастикой 4 года. Отработала много атлетических нюансов, но навыков поприбавилось благодаря новым знакомствам с участницами учебно-тренировочных сборов из других городов. Все замечания от тренера принимает с улыбкой, так она учится. Она давала замечания делать руки прямые, голову наверх, глаза наверх поднимать, не смотреть в пол, прыгать высоко. И вот у тебя получается все делать? Да. Сложно, но получается. Занимаются участницы сборов под чутким руководством опытных наставников, а это заслуженные тренеры России и лучшие хореографы страны. В их числе старший тренер юниорского состава сборной команды России по художественной гимнастике, хореограф-постановщик сборной страны и заслуженный тренер России Екатерина Сиротина. Она приезжает в регион не впервые по приглашению руководства Федерации по художественной гимнастике Ингушетии. Поскольку мы были, например, в Ингушетии в прошлом году, мы видели девочек, они уже принимали участие в учебно-тренировочных сборах, им было сложно, но им было интересно, они хотели, глаза горели. И вот смотрите, прошел год, я вижу, что они в своей тренировке внедрили все, что они увидели здесь. И это видно, и это сразу заметно. Они становятся лучше и лучше. Ну, конечно же, впереди еще много тренировок, много сборов, но самое главное, чтобы они достигали своих целей. Мир художественной гимнастики требует не только таланта. За изящными движениями и улыбками скрывается жесткая дисциплина. Внешний вид спортсменок на тренировках должен строго соответствовать правилам. Черная форма, белые носки, гимнастическая прическа. Строгость проявляется и в четком распорядке дня, который расписан по минутам. С 9 утра до 8 часов вечера гимнастки посвящают свое время ритмограмме, хореографии, танцу и силовым тренировкам. Соблюдение этих правил – проявление уважения к тренеру и самому виду спорта. Мое пожелание – быть внимательными к тому, что говорит тренер, к замечаниям, которые они слышат, и воспринимать их с благодарностью. Не отчаиваться, не обижаться, когда им говорят, это не так, это не получилось, сделай еще, неправильно. Вот реакция, которая вот такая бывает с грустью, да, печалью и даже раздражением, она неправильная. А благодарность, улыбка и мгновенное рвение сделать так, как тренер попросил, это правильный путь к своим целям. Чтобы тренировки не превратились в рутину и гимнастки не уставали, тренеры подготавливают для них креативные игры. Часто это их домашнее задание. Вчера девочкам поручили нарисовать картину по уже готовым эскизам. Позже они создадут из этого единый коллаж. А сегодня же они играют в классике во дворе спортивного центра. За процессом следят судьи, чтобы по завершению игры вручить призы победителям. Баланс между серьезными тренировками и веселыми играми – залог успеха, отмечают мастера спорта. Уже 1 мая состоится отчетный день. Юные гимнастки смогут показать своим родителям, чему они научились за эту неделю. За упорство и труд участниц наградят дипломами и памятными призами. Амина Зязикова, Али Зязиков, Магаз 24.